Всем добрый вечер. Исәнмесез? Көтәм. Әйдәгез барыгыз да безгә кушылыгыз. Мин сезне барыгызны да шат күрергә. Минем исемем Диләрә. Әйдәгез калганнарның кергәнен көтеп калыйк. Давайте подождем, пока все зайдут. Я буду разговаривать сегодня по большей степени на русском языке, потому что тут различные уровни понимания языка, поэтому, мне кажется, так будет лучше всем для нас, для понятия, для восприятия. Давайте я подожду. Так, в чате у нас, ага, 8 человек уже. Так, давайте ждем 7, и я начну свой первый урок. У нас начался новый поток, базовый уровень нашего проекта Татар Теле онлайн. Надеюсь, меня все прекрасно видят и все прекрасно слышат. Скажите мне, пожалуйста, в чате, напишите, если изображение, если звук, все ли меня слышат. Напишите смайлики, плюсики, минусики, в зависимости, как меня слышно и как меня видно. Угу. Давайте, народ подтягивается потихонечку. Зависло, что ли? Угу. Слышно? Исәмсез, Амир? Хорошо, отлично. Я очень рада, что слышно. Так, я буду немножечко вот так вот отвлекаться, на чат смотреть, потому что мне важна обратная связь. Ну, чтобы я не сама с собой сидела, разговаривала, правильно? Вот, давайте. Угу. Ага, ишетәсез. Рәхмәт. Угу. 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 Так, ага, нас уже набирается побольше и больше. Хорошо, отлично. Так, ну, я думаю, уже можно начинать, в принципе. 7 одного не ждут. Әйме? Исәмез тагын бер кат барыгызга да минем исемем Диләрә һәм мин сезнең укытучыгыз. Әйе, сез тагын кире мәктәп елларына кайткан шикелле буласыз. Мин сезне татар теленә өйрәтәчәкмен. Әлбәттә, сезнең моңа теләгегез көчле булса. Здравствуйте, уважаемые ученики. Разрешите мне обратиться к вам именно ученики. Вспомним, давайте, школьные годы. Я на этот базовый курс являюсь вашим учителем. Зовут меня Диляра, и надеюсь, мы с вами плодотворно будем заниматься и изучать наш татарский язык. Язык наших предков, язык наших мам и пап и наш родной язык. Так, хорошо? Ага, сколько уже нас? Угу, 23. Отлично. Давайте еще подтягивайтесь. Прежде чем мы приступим к уроку, я хотела бы рассказать о нашем татарском языке, о нашем народе, буквально пару слов, чтобы вы освежили свою память и, возможно, узнали много новой информации. Может, кто-то не знает, но мне кажется, вы все знают. По мнению многих историков, вообще первый литературный татарский язык, как язык, образовался именно во времена правления такое величественного государства, как Золотая Орда. Но он назывался не татарский, а он назывался немножечко по-другому, то есть старотатарский, да, или назывался Идель-Тюрк, получается. Потом с принятием начали писать они сначала до принятия ислама писали рунами, то есть это такие закорючки были, там крестики, палочки, треугольнички, то есть такая письменность была. А потом уже после принятия ислама в 1929 году мы перешли на арабскую графику.
Вот. А потом уже в 1939 году и по сей день мы используем кириллицу, но уже с дополнительными какими-то знаками. Мы все же знаем то, что в татарском языке букв намного больше. Ну, не совсем уж намного, на 8 букв больше, чем в русском языке, чем в русском алфавите. Так, меня слышно, меня видно? Мгм. Вот. И современный татарский язык относится к кыпчако-булгарской группе тюркской языковой семьи. И поэтому, если вы изучали историю Татарстана и слышали где-нибудь, когда-нибудь, да, вы знаете то, что... Так, немножко подзови, что ли. Так, все, наладила связь. Если вы знаете, да, то, что татары, они были народом кочевниками, то есть они постоянно кочевали и вбирали в себя различные традиции других культур, других народов, и поэтому наш татарский язык можно в какой-то степени назвать универсальным. Поэтому, изучив его, вы будете понимать, например, другие языки, которые относятся к тюркской языковой семье. Поэтому это тоже огромный плюс. Чем больше языков знаешь, тем лучше. Ну, и вообще, мне кажется, многие из вас пришли на наш поток, потому что хотят изучать язык, татарский язык. Важно понять, для чего ты хочешь его изучить, чтобы у нас был дальнейший прогресс. Надеюсь, каждый для себя понял, для чего он хочет изучать язык, и мы с вами будем идти вместе и помогать друг другу изучать язык. Формат моих уроков, он не совсем обычный. Я говорю и рассказываю, объясняю все простым языком. Стараюсь. Мгм. У нас доступ. Ага, это плохо. Подождите, я что-то походу напутала. Так, хорошо, дальше продолжим. Вот. Татарский язык, он имеет 4 диалекта. То есть есть такой классический, то есть это средний диалект. Это язык, на котором разговаривают, ну, казанские татары, можно сказать. Потом у нас есть западный диалект, это мишарский, по-другому. И восточный, это язык сибирских татар, и крымский диалект, это язык крымских татар. Хәерле кич, барыгызга да. В принципе, все, что я хотела вам рассказать про татарский язык. Я не буду вас загружать много-много информации, поэтому давайте непосредственно приступим уже к изучению татарского языка. Сегодня я вам дам базовый уровень, то есть мы сегодня изучим алфавит, какие-то буковки, новые слова. Так что давайте настраиваемся на плодотворную деятельность. Так, я сейчас переключу вам на презентацию и буду вам показывать. Так. Угу. Сейчас на экране у вас будет высвечен татарский алфавит. Вот. И в этом татарском алфавите вы четко можете увидеть, красненьким мы их специально выделили, это буковки татарского алфавита, которые есть только в татарском языке. Вот. Так, давайте начнем изучение. В принципе, их буквы не особо отличаются от русского алфавита, просто у нас на чуть-чуть больше букв. Так, на 6 букв у нас больше. Так, почему так меня видно? В связи может иногда быть проблемы, поэтому очень... Так. Ага. Так, смотрите. У нас, конечно же, есть буковки. Так, все видят, получается, да? Вот. Если вы обратите внимание на алфавит, то вы увидите красненьким, еще раз повторюсь, выделены у нас все, выделены у нас красненьким те звуки и буквы, которые есть только в татарском алфавите. Давайте начнем с буковки «э». «Э». Тут, наверное, собрались те люди, которые
ну, знают татарские буквы, есть, наверное, еще которые не знают. Поэтому я давайте повторюсь, пройдусь по ним. Вот она говорится, ну, ее русский еще называют татарское е, просто перевернутая она. Она говорится более мягкая, и есть похожий звук в английском языке. Кто изучал английский язык, они знают, наверное, слышали то, что есть такой звук то есть похоже на английскую Далее у нас есть буква Ж. Ж. Она похожа на букву Ж, но она более мягкая. То есть она немножко язык вибрирует, когда говорится эта буква Ж, 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 Ж. И когда вот, например, у нас есть поэт Муса Джалиль Аима, у него фамилия Джалиль. И вот когда пишут по-русски, его эту букву употребляют двумя звуками. Дж или дз. Вот. Ж. Ж. Далее у нас идет буковка Н. Она употребляется только либо в середине слова, либо в конце слова. То есть слово на букву Н у нас никогда не начинается. Буковка Н – это такая Н с хвостиком. И она идет, как будто получается, звук идет из глотки и через нос выходит. Ну, как бы образно я вам так объясняю. Вы попробуйте проговорить тоже про себя, хорошо? Так, далее у нас идет буковка Она похожа на русскую но она более округленная Е. Получается Дальше у нас идет буковка Ü. Также похожа на русскую У, но она более мягкая. И когда вы ее произносите, у вас губки сворачиваются в трубочку. То есть вы вытягиваете, говорите Далее у нас последняя буковка нашего татарского алфавита, которой нет в русском алфавите. Х. То есть тоже опять-таки похоже на буковку Х, но более мягкая. Видите, какой простой у нас татарский алфавит. Так, хорошо. Еще раз хочу со всеми поздороваться, новенькие. Всем добрый вечер. Харбиризге бигзур сәлемләр. Минем исемем Диләрә, тагын бер кат әйтәм. Сегодня у нас такой, конечно, урок, там приходят все в разное время, поэтому немножечко буду отвлекаться, со всеми здороваться. Но сегодня первый урок, поэтому это нормально. Пока раскачаемся. Исәнмесез барыгызга да. Әйдәгез, беренче. Посмотрите, как и в любом языке у нас есть, получается, гласный и согласный в алфавите, да? Но у нас есть в татарском языке такая особенность. Есть у нас твердые гласные и мягкие гласные. Вот. Если в слове больше, ну, как бы сказать, в слове если... Сейчас объясню. И в исконно-татарских словах встречаются только гласные твердые, да, либо только мягкие гласные. И в зависимости от этого слово говорится либо твердо, либо мягко. И от этих гласных зависит, как вы будете говорить согласные. Так, сейчас. Все хорошо, слышно. Вот, например, у ауазы. У. То есть у нас есть звук у, как и в русском языке. Она у нас твердая, потому что уже когда вы произносите что-то там лагает походу. Так, все нормально, меня слышно же, да? Вот, вот это она говорит, ну, это обычная буковка У. Сейчас я вам тут представила новые слова. У ауазы белән яңа сүзләр. Ул – это он, она или оно. Забегая вперед, хочу сказать то, что в татарском языке нет категории рода, поэтому ул – это будет и она, и оно, и он. Видите, как все компактно? Вот, ул – это значит либо она, либо оно, либо он. То есть все одним словом. Например,
Ул-бара. Он идет или она идет, или оно идет. То есть у нас нет такого категории, ну, нет такой категории рода. Anladınız mı? Понятно? Дальше. С буковкой у нас есть еще одно слово. Сул. То есть это левый. То есть сул-кул. Вот как раз-таки, вот, например, если в русском языке мы говорим левая рука, то есть добавляя определенное окончание, да, например, левый носок, левая рука, левая сторона, например, да, левый человек, может быть, да, то в татарском языке мы никакое окончание к нему не добавляем. То есть сул-кол, все. И ничего там, потому что это как раз-таки зависит от того, что у нас нет категории рода. Это связано с этим, хочу сказать. Пока все, что я говорю, вам понятно, sizga anlaşılama. Sizga anlaşılsa birer смайлик, плюс яки минус тамасын қойыңыз зинхар үшін. Если вам что-то понятно, либо непонятно, напишите, пожалуйста, смайлики, либо плюсики, либо минусики. Миңа сездән кире элемтә кирәк. Мне нужна от вас обратная связь. Угу. Отлично. Можете плюсики, можете смайлики, кто что хочет. То есть у нас очень свободный формат, мы не находимся на уроке, там, да, в школе, например. Ага, отлично. Угу. Все понятно, спасибо. Так, вот. Еще есть слово «зур», большой. И вот опять-таки, то есть зур это может быть и большая, и большой, и большое, да, вот, например, большая девочка. О, какая большая девочка! О, не зурказ. Видите, никаких окончаний мы не добавляем. Например, о, какой большой мальчик. Вот, например, гости приходят и видят тебя там, тетя, которая тебя 100 лет не видела, там из Нижнего Тагила приехала и говорит, о, какая большая девочка, или какой большой мальчик, да? Видите, в русском языке это меняется, а в татарском языке так же будет оставаться. Зур кыз, зур малай. Без никаких либо окончаний. Без каких-либо окончаний, видите? Ага. Угу. Так, бу. Это значит это, этот, это, эти. То есть, например, букас– это девочка, бу малай– этот мальчик. Например, бу китаб– это книга. Например, бу кошелер– эти люди. Видите, вот это бу опять-таки заменяет аж 4 слова. То есть это указательное местоимение. Бу. Это понятно, да? Дальше поехали. Это 10, это цифра 10. То есть, опять-таки, например, тоже забегая вперед, хочу вам сказать, опять не добавляется например, если, например, 10 мальчиков, допустим, да, мы добавляем какие-то окончания в русском языке, в татарском языке этого нет. То есть опять малай, сум, например, да. Вот мы объединили, уже у нас получилось словосочетание. Так, дальше. Сум – это рубль, то есть это значение денежной единицы. Перевод. Сум. Например, сум – 10 рублей. Видите, рублей добавляется, а в татарском языке ничего там не добавляется. Сум. Так, вам, я по привычке говорю балалар, извините, в школе привыкла к детям, балалар обращаться, к детям. Если вам все понятно с этими словами, напишите, нет, лучше давайте так. Напишите, пожалуйста, кто первый раз слышит вообще эти слова. А кто уже слышал до этого, кем беля уже, кем бу сүзләр белән таныш, алар шулай языгыз комментарийлар. То есть напишите мне, пожалуйста, кто знаком уже с этими словами и кто еще не знаком с этими словами. Мне хочется узнать, насколько тут различные категории людей, которые знают татарский язык или не знают татарский язык. Напишите, пожалуйста. Знакомо, хорошо. Угу. Незнакомо, Яна. Угу. Знакомая. Ага.
Но я вижу, что тут большинство уже знакомо. Угу. Да, менеджмент рынок не знаком. Угу. Ага. Да, валюта. Это не значит, что в Татарстане отдельный рубль. Нет уж, естественно. Мы же живем в Российской Федерации, у нас одна валюта, рубль. Просто она переводится слова. Понятно, да? Угу. Отлично. Яраби якша. Так, теперь еще слова, то есть это, которые мы изучили слова, с ними попробуем составить простые предложения. Яңа сүзләр белән гади җөмләләр. Мгм. Mesela bu un сум. Напишите мне, пожалуйста, перевод. Попробуйте. Вот бу ун сум. Вот только что мы слова изучили. Бу ун сум. Напишите мне, пожалуйста, как будет бу ун сум на русском. Тәрҗемәсен языгыз, пожалуйста. Мгм. Это 10 рубликов. Отлично. Азар Бренче, молодец. Это 10 рублей. Да, да, да. Угу. Отлично, молодцы. Барылза да бишле. Всем пятерки, молодцы. Это 10 рублей. Все, отлично. Бу-ут. Слышали вы когда-нибудь слово ут? Знаете, что такое ут? Бу-ут. Это что значит ут? Угу, угу. Эферин, Азат, эферин. Угу. Это свет, да. Или огонь. Все верно. Это многозначное слово. То есть и свет, и огонь. Да, отлично, отлично, отлично. Видите, какой татарский язык, он очень компактный. И там, в отличие от русского языка, все можно сказать одним языком, например. Но мы это еще будем с вами изучать. Ну, если вы, конечно, со мной останетесь. Я не знаю слово «ут». Дамира, ничего страшного, мы пока только ознакомливаемся, поэтому не пугаемся. Ут– это огонь или либо свет. Ага, хорошо, отлично. Так, ул-зур. Давайте попробуем. Ул-зур. Ул-зур. Что же значит ул-зур? Давайте как будто тут идет речь про девочку, чтобы сейчас не было у нас по категории рода. Да, можно он большой, или она большой, или оно большое. Правильно, все верно. Угу. Ага. Азат там бірінші. Молодец. Ага. Да, она большая, либо оно большое, он большой. Все верно. Мы же тут не знаем, про кого идет речь, правильно? Так, поэтому все три варианта будет правильно. Угу. Дұрыс, молодцы. Барыңызда молодцы. Бұлдырасыз. Все, хорошо. Бу-зур-зур-ат. Как будет? Бу-зур-зур-ат. Вот два раза. Кстати, если вы хотите послыть хорошим татарином, настоящим татарином, татары вообще любят несколько прилагательных повторять, чтобы добавить больше эффектности. Бу-зур-зур-ат. Мгм. Или конь, или лошадка. У нас же нет категории рода, то есть у нас опять-таки нет. Мгм. Да, да, отлично. Молодцы. Сіз мені бик қатты қуандырасыз. Мгм. Это большая-большая лошадь. Дұрыс, молодцы. Ага. Бу зур-зур ат. Дұрыс. Бу тау. Что такое тау? Кто знает, кто знает, что такое тау? Кто слышал это слово? Тау, тау. Тау. Хайсыл зайта Аллах. Мгм. Про лошадку вы все поняли. Молодцы. Конечно. Что такое тау? Мгм. Отлично, Ренат, молодец, самый первый. Это гора или, ну, в данном случае тау это единственное число, да. Мгм. Тау это гора.
Угу. Отлично. Это гора. Угу. Все верно. Да, вот Тау это значит гора. Все, отлично. Вы все справились, вы большие умнички, молодцы. Булдырасыз. Так, и вот буковка А. Обожаю буковку А, особенно как она говорится в татарском языке. В первом слоге читается как А с оттенком О. Понимаете, да? Например, смотрите, то же самое слово тау, да? Если это русский человек просто прочитает слово тау, да, то это будет просто тау, да ведь? Но татары пошли дальше, они любят себе усложнять немножечко жизнь. Они говорят, сейчас, секундочку, ага, все видно. Так, они говорят немножечко буковку А, особенно в первом слоге, немножко вот какой-то вот похоже на О, то есть тау, тау, понимаете, да? Тау. И вот, например, сейчас у вас тоже проявится это. Тау. Попробуйте повторить про себя. Тау. Не тау, вот просто та, да? А вот именно та. Вроде бы она А, но каким-то оттенком О. Понимаете, да? Олаштырып әйтәбез. То есть мы немножко оализируем А. Понятно, да? Это понятно? Так, и новые слова с буковкой А. Например, ал– это значит возьми, то есть в приказном тоне. Возьми. Или бери просто. Ал, бери, возьми и так далее, да? Ат, лошадь. Бар, иди, езжай, есть. То есть, вот, например, то есть в трех значениях употребляется. Бар– это значит, ты говоришь кому-то, иди, иди, дорогой мой, иди, получается, да? Или, например, езжай. Казанға бар, например, езжай в Казань, езжай в город, шәһәргә барайме? Так, или, например, у меня есть ручка, допустим, да, у меня ручка бар. Вот видите, вот это слово бар употребляется в трех значениях. Так, тау, баш– это голова. Мы еще будем обращаться к этому слову. Баш, она очень, очень такое интересное слово, оно все заменяет в русско-татарском языке. И матур прилагательное, красивая, красивая и так далее, да. И наречие это красиво, как. То есть матур и тепяс, то есть пиши красиво, как. И девочка красивая, например, мальчик красивый. То есть это неизменчиво, просто матур будет, без всяких окончаний, просто матур. Так, эти слова вам понятны? Напишите, пожалуйста, смайлики, обратная связь. Мне нужны ваши смайлики, мне нужна ваша обратная связь. Миңа жауапларыңызны языңыз, пожалуйста. Сезгә бу авазы буенча аңлашыламы? Ләсең аңлашылды. Ярар. Мин бик шат. Молодцы. Мин бик шат. Ярар. Алга таба. Так, и вот простые предложения как раз-таки с звуком А. Ул матур. Это значит он какой? Давайте, я вам немножко подсказала. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Что значит ул матур? Напишите мне, пожалуйста, что такое ул матур? Кайсыңыз беренче язып бирә миңа? Кто самый первый напишет? Ул матур. Ага. Он красивый, она красивая, оно красивое. Да, все верно, все, молодцы, обалдеть. Просто группа супер, мечта. Здорово. Рахмет. Барыңызға да бик зур рахмет. Дәрес ул матур, это значит, это и девочки, о девочке можно сказать, да, и о мальчике так можно сказать, и о, например, что-то там среднего рода, да. То есть ул матур. Понятно, да? Так, хорошо. Ага, да. Бутау. Дамира уже быстренько-быстренько написала. Молодец. Да. Да, ребят, пишите по порядку. Меня не ждите, сразу пишите, что видите, что знаете. Да, второе слово бутау. Это гора. Буат это лошадь. Дальше.
Бу, зур, матур, ат. Как это будет? Ага, отлично. Это большая красивая лошадь. Все верно? Все верно, отлично. То есть вы уже видите, лошадь описывается, получается, да? Дальше. Азат, бар. Как будет? Азат, бар. Ага. Да, это будет Азат, иди. Мы, как видим, тут восклицательный знак стоит в конце, поэтому будет Азат, иди. Или Азат, езжай. Или Азат, есть. Так что тоже может быть. Хорошо, отлично. Азат, он сум ал, да, Азат, возьми 10 рублей. Интересно, куда он пойдет с этими 10 рублями? Хо-хо-хо. Так, хорошо. Унзур ат ал. Как будет? Давайте последнее. Ага. Угу. Да, все верно, Рамиль. Это большая красивая лошадь. Все верно, все верно. Так, давайте. Унзур ат ал. Вот, видимо, очень богатый человек, потому что лошадки, они дорого стоят, не 10 рублей, да ведь? Унзур ат ал. Ага. Или купи, возьми. То есть, да, ал это возьми, купи, вот что-то в этом роде. Понятно, да? Ага, все отлично. То есть, смотрите, Улматур, он, она, оно красивый. Бутау – это гора. Например, представьте, что я, например, получается, гид или экскурсовод, и говорит, вот это гора Везувий, ой, там вулканы тоже получается, да, например, Альпийские горы, да, Бутау – это гора, да. Дальше, Буат, посмотрите налево, там, это лошадь, допустим, да. Сула карагыз, Буат, уңа карагыз, Бутау, Бу зур матур ат. Это большая красивая лошадь. Все отлично. И Азат бар. Азат, езжай, иди. Азат, он сумал. Азат, возьми 10 рублей. Он зур атал. Возьми 10 больших лошадей. Понятно, да? Хорошо. Да, взрослых или больших. Все, вот правильно, кстати, Азат заметил. Молодец. Так, дальше поехали. Тут намного проще. В русском языке с ударениями всегда бывают проблемки. То есть, ну, на самом деле, там у нас в русском языке же звонят, звонят, вот эти, да, проблемы бывают частенько. В татарском языке такой проблемы не существует. У нас все в ударении татарском словах всегда падает на последнее слово. Вот это вообще легко, изи просто. Вот, например, матур, кызыл, красный, да, это значит. В заимствованных словах ударение сохраняется, как и в первоначальном варианте. То есть те же слова, которые не переводятся, да, или заимствованные, да, например, компьютер, там, бухгалтер и так далее и тому подобное, да, самолет, например, вот, ну, которые не переводятся на татарский язык, то ударение падает, как и в первоначальном варианте. В татарском языке ударение не выражено, почти не слышно. То есть, ну, на ударение в татарском языке особого внимания не обращают. Понятно, да? Так, дальше поехали. Угу. Так, вот. Во втором и последующих словах... Что это такое? Угу. Так, во втором и последующих словах читается, как в русском варианте. Ауазы белән яңа сүзләр. Смотрите, я вам уже говорил, когда вот есть звук в первом слоге он читается немножко, как будто такая буковка О прибавляется к ней, да? То есть смесь буковки и О. Вот. А в других слогах он читается как обычное То есть, смотрите, алар, они, онда, там, она, мать, ата, отец, апа, тетя, старшая сестра. То есть апа можно сказать и тетя, или старшая сестра. Урам, улица, шулай, так. Бала, ребенок, малай, мальчик, алма, яблоко, урман, лес. Ребят, вам эти слова были знакомы? То есть, или вы их видите первый раз? Бірінші тапқыр көресіз ме, ишетесіз ме?
Әйтегез әле миңа, пожалуйста, зинһар өчен, мин тиз сөйлеймме, сез мине аңларга өлгерәсезме? Я хочу вас спросить, я не слишком ли быстро разговариваю, рассказываю, успеваете ли вы уловить мою мысль? Отлично, все хорошо, отлично. Знакомы. Успеваете ли вы за мной, за моей мыслью? Не слишком ли я быстро разговариваю? Да. Не все знакомы, да, Альфия? Альфина, точнее, извините. Успеваете. Өлгерәсез. Ага. Рәхмәт. Ярар. Так. Дальше поехали. И множественное число. Также множественное число в татарском языке образуется очень интересно, очень универсально и, впрочем, очень логично. Смотрите. Для придания существительной формы множественного числа прибавляется окончание лар, лер или нар, нер. Вот, смотрите, вот я вам уже говорила, то, что в слове в татарском языке либо только все гласные твердые, либо только все гласные мягкие. Если в слове все гласные твердые, то и окончание будет с твердой гласной, то есть лар, либо нар. Если слово мягкими гласными, да, полностью, там и, е и так далее, да, например, то будет окончание с буковкой Но тут еще такой момент. Если слово заканчивается на носовые согласные, то есть их не так много, это видите, через нос идет, и вот такая татарская с хвостиком, то добавляется окончание с буковкой н, то есть нар, нер, да? А во остальных, во всех словах все будет лар. Понятно? То есть, например, ут, огонь, свет, да? Ут, лар. Вот, потому что у нас такая твердая гласная, поэтому будет утлар. Су, то есть вода, сулар. То есть получается у нас твердый, поэтому будет сулар. А имя воды. Так, например, утлар это огни, значит, да? Атлар. Майлар. Таулар. Башлар. Это все логично, да? Вот смотрите, изначальные слова, смотрите, например, ут, су, ат, май, тау, баш, видите? Ут заканчивается на т, это у нас не носовая согласная, да? Су вообще заканчивается на гласную, да? Ат, опять-таки т, баш, например, тау, у, май, это и краткое, да? Вот в этих случаях, во всех, да, добавляется окончание, которое начинается на л. Вот. И эти все слова твердые, твердыми гласными, поэтому окончание тоже будет с твердыми гласными. Аңладыңызбы? Сүзләр калын, шуңа күрә кушымчалар да калын ялгана. Вот. То есть поэтому и привязывается к ним окончание с твердой гласной. Понятно, да? И в этом слайде рассматриваем только окончание лар. Дальше поехали. Так, давайте попробуйте преобразовать из множественного числа единственное число. Так, отсеките, пожалуйста, эти окончания множественного числа. Сразу пишите все три варианта. Бу матуратлар. Эти красивые лошади. А вам надо это красивые лошади делать. Напишите, пожалуйста. Или бузуртаулар. Это эти большие горы. А вам надо сказать, ага, буматурат. Дрес, Динара. Буматурат. Хорошо. Это красивая лошадь, да. Все, отлично. Буматурат, бузуртау, буматурут. Все понятно? Так, с окончанием множественного числа вам все понятно? Напишите, пожалуйста. Я вижу уже варианты, все правильно пишут. Отлично, супер. Шеф, молодцы. Ага. Так, вот. Самопроверка. Буматуратлар, буматурат. Бузуртаулар, бузуртау. Буматурутлар, буматурут. Все верно, все отлично. Хорошо. Молодцы. Так, а теперь с вами попробуйте перевести на татарский язык. Красивые огни, то есть уже не эти красивые огни, а просто красивые огни.
Мгм. У нас очень много информации, поэтому я так поверхностно вам все это говорю, чтобы вы все успели заполучить как можно больше информации за короткий промежуток времени. Мгм. Матурутлар, отлично. Можете сразу меня, не ждите, сразу я запаразема. Ага, матурутлар, дұрыс. Ага, матурутлар, красивые огни. Большие горы, зор таулар. Ага, мгм, отлично. Мгм. Зор таулар, матур атлар, зор тау. Бұл зор тау, бұл унсун. Да, все верно. То есть, смотрите, красивые огни, это значит матур утлар, большие горы, это значит сур таулар, красивые лошади, матур атлар, это большая гора, бу, зур, тау, это 10 рублей, бу ун сум. Видите, никаких окончаний, кроме, вот в русском языке, это, видите, красивые огни, и там добавляется окончание, то есть и в прилагательном, и в существительном. А в татарском языке добавляется окончание только к существительному. В прилагательном окончании мы не добавляем. Понятно, да? Да. И вот, например, это тоже вот то же самое. Это 10 рублей. Мы тоже никаких окончаний не прибавляем. Это понятно? Аңлашыламы? Хорошо. Вот. Самопроверка, устекшеру. Ага. Матуратлар, зуртаулар, матуратлар, бу зуртау, бу унсум. Видите, ничего сложного нет. Бірнинде ауырлықлар да yok. Я же говорю, татарский язык, он логичный. Он краткий и понятный. Поэтому изучать его одно удовольствие. И вы это скоро тоже в этом удостоверитесь, если продолжите со мной работу. Надеюсь, вы все на следующий урок тоже так же будем в таком же составе, даже больше. Я так надеюсь. Угу. Дұрыс. Так, у нас еще есть следующее гласное твердое, это «ы». Сегодня мы с вами именно твердые только проходим, хорошо? Так, тоже произношение буквы «ы» не имеет ничего общего с ее русским произношением. Представляет собой особый звук, читается то есть не да, как в русском языке, а немножко так, знаете, коротко, Попробуйте тоже произнести, То есть она такая какая-то короткая, и она более такая, что-то вот между А звучит примерно как второе О в слоге «город» или как «и» в слове «опыт». То есть она такая краткая и лаконичная, понимаете, да? Авазы белән яңа сүзләр. Вот я вам сейчас произнесу, вы попробуйте повторять за мной. Алты. Алты. Видите, если обычный русский человек прочитал бы это выглядело бы так. Алты. Понимаете, да? А татарин произносит алты. Алты. Утыз. Утыз. Утыр. Сары. Алтын. То есть, смотрите, алты – это 6, циферка 6. Утыз – это 30. Утыр – сядь. Сары – это цвет желтый. Алтын – золото. То есть как существительное может употребляться алтын, например, да, золото. Я хочу много золота. Мен көп алтын тілеймін, мәселен, да? Или прилагательное. Золотой ты человек. Алтын кіші, мәселен, әйме? Ага. Да, кстати, да, Диночка мне моя пишет, не забывайте, ставьте лайки под видео, да. Мы же хотим сохранить татарский язык, поэтому давайте продвигать наш язык, поэтому помогайте нам, пожалуйста, чтобы видео вышло в топ. Спасибо. Так, хорошо. Дальше поехали. Для придания существительному формы множественного числа прибавляется окончание лар-лер. И вот как раз-таки мы вернемся нар-нер, то есть мы прошли все лар-лер. Нар-нер прибавляется только для существительных, оканчиваемых на носовые согласные. Н. Например, вот какие слова мы выучили же, да?
алтын, алтыннар. То есть N у нас она двойной становится, двойное окончание, NN, да? Алтыннар. Урам, урамнар. Урман, урманнар. Так как мы еще не прошли буковку «э», примеры рассматриваем только с «нар». Поэтому с твердой только, ладно? Так, слова знакомые, отлично, молодцы. То есть алтыннар, урамнар, то есть это будет неправильно, если будете добавлять окончание, например, алтынлар, там, например, урамлар, это будет неправильно, понимаете, да? То есть если слово заканчивается все, кроме м, н, н, то добавляется лар-ле. А если слово заканчивается на м, на н, на н, то добавляется окончание нар-не. Понятно, да? Так, давайте попробуем перевести. Алтын – это золото или золотая. Алар – это кто? Давайте пишем. Алтын просто уж я вам повторила, потому что мы недавно только это прошли. Ага, матурутлар, все верно. Так, алтын – это золото. Лайк пропадает. Почему? Интересно. Не знаю, я поставил лайк, у меня не пропал. Угу. Они, все верно. Так, шулай. Угу. Все верно. Молодцы. То есть алар это значит множественное число они. Угу. Шулай. Вот, например, мне шулай. Они эти большой. Шулай это значит вот, ребят. Вот. Шулай. Или так, да. Так, хорошо. Так. То есть, смотрите, алтын это золото, алар это они, шулай так. Ну вот так вот, да, мне шулай. Вот так. Зур это большой. Ал возьми, купи. Бу это урман, лес. Алте 6. Тау гора. Ад лошадь. Унбала. Как будет унбала? Ну-ка вспомнили. Эти уж слова вам легко было. Унбала. Ну-ка вспомнили, что такое унбала. Напишите, пожалуйста. Унбала. Унбала. Как переведете? Ничек тәржімәйтесіз унбаланы? Унбала. Кто первый? Кто молодец? Унбала. Да. Алиняя, молодец. 10 детей. Как раз, молодец. Все верно. Не 10-й ребенок, а вот именно унбала. То есть 10 детей. Все верно. Вы большие молодцы. Рахмет барыңызға да. Дұрыс яздыңыз. 10 детей. Все верно. Видите, никаких окончаний мы не добавляем. Например, 10 детей. Там, если в русском языке в слове детей мы добавляем детей, ей, да? А тут вот унбала. То есть мы четко знаем, что здесь 10 детей. Ут это у нас свет либо огонь, все верно. Бар, иди, езжай, есть. Утас. Что такое утас? Напишите, пожалуйста, что такое утас? Я спрашиваю рандомные слова, потому что, для вас только что которые прошли легко, поэтому которые немножко подзабылись, хочу спросить. Помните ли вы? Утас. Нәрсәл утас? Попробуйте написать перевод слова утас. Нәрсәл утас? Ага, все верно, 30, конечно же, 30. Все верно, молодцы. Су – это что такое су? Су. Су. Минем су шәсім келе. Су. Тәмле су. Вкусное что? Су. Угу. Я жду, пока все ответят. Давайте, су. Как будет? Все верно. Вода, да. И напишите мне, пожалуйста, что такое баш. Баш. Что такое баш? Минем башым ауырта.
Минем башым ауырта. Как будет просто баш? Что такое баш? Азат оригинальный. Молодец. Альфия, молодец. Вода, все верно. А, голова, хорошо, хорошо. Молодцы. Эй, бу, голова. Так, хорошо. Давай быстренько пробежимся, повторяйте за мной, хорошо? Так, он это значит ул, рубль, сум, улица, ура, ребенок, бала, возьми, ал, золото, алтын. Мгм. Смотрите, сейчас, Рустем, смотрите, почему он бала, а не он балар? В татарском языке, когда существительные приходят вместе с числительными, никакие окончания не прибавляем. То есть, смотрите, татары, они и так вам, то есть они и так понимают то, что 10 детей. Да, супер, моя голова болит. То есть и так понятно, что 10 детей. То есть не нужно там, вот, например, я сейчас вам напишу. Так, например, он конфет. Вот, например, конфеты по-татарски будет конфет, просто конфет. Он конфет, да, то есть мы четко знаем то, что тут 10 конфеток, понятно, да? Или, например, он кыз, это 10 девочек. То есть он кызлар деп әйтмейбез. Ну, нету такого правила. Понятно, да? В татарском языке всегда числительное, существительное будет без окончаний. Например, Ола, это 10 мальчиков. Угу. Это 10 мальчиков, например. Рустам, вам все понятно теперь? Просто нет такого правила. Угу. 10 мальчиков. То есть, смотрите, в татарском языке, когда сочетают именем существительным, именем числительным, никакие окончания не добавляются. Они и так понимают, что 10 мальчиков, значит, 10 он малай. Там, например, он сум, там, например, он баш, 10 голов, например. Ага, все верно, да? Хорошо, молодец. Так, пойдем дальше. Возьми ал, золото, алтын, иди, бар, голова, баш, огонь, это ут, лес, урман, большой, зур, 6, алты, 10, это он, 30, утас. Хорошо, молодцы. Так, теперь это вам будет домашнее задание. Выучите, пожалуйста. Для многих из вас уже это все понятные слова. Ничего, каких-то новых заоблачных слов нет. Дома повторите еще раз. И на следующий урок мы тоже будем вспоминать эти слова. Надеюсь, мы увидимся на следующий урок. Понятно, да? То есть выучить слова, первое задание, и запомнить правила образования множественного числа, а также правила ударения. Составить 10 предложений с выученными словами. То есть мы уже все не составляли, а может повторяться. Так, я сейчас перейду на полный экран, чтобы вы меня видели. Так, сейчас, секундочку. Угу. Так. Я снова здесь с вами. Барығызға да бик зор рахмет. Я свет включу, то у меня не видно. Я снова с вами. Bir qarsizim bilan. Мен бик шат, siz бик актив эшләдегез бүген, бик яхшы укучылар. Миңа сезнең белән эшләү бик җиңел һәм бик күңелле иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Мне очень понравилось с вами работать, вы очень активные. Сразу отвечаете на мои задания, на какие-то вопросы. Вы реально очень активные. И идет ответная реакция. Это здорово. До следующего, скорее всего, через день мы оповестим вас тоже ссылкой на вебинар, заранее об этом сообщим. Я надеюсь, что весь базовый курс и в дальнейшем мы будем вместе с вами. Потому что мне лично, не знаю, как вам, мне очень понравилось с вами работать. Жду ваших дальнейших отзывов и дальнейшей работы с вами. До новых встреч!
Мен сіздің білән бик шатыйм. Ага. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Бүген танышу дәресе булды күбрәк, әлбәттә. Җиңел информация булды, җиңел мәгълүматлар булды. Бу татар теленә керешеп китү булды. То есть сегодня была легкая информация какая-то, да, сегодня был начальный этап, поэтому мы изучали какие-то основы. Но вы понимаете, то, что без основ мы не сможем дальше продвинуться, поэтому я надеюсь, вам все понравилось. Мен сезгә барысы шат дип өметләнеп калам. Һәм киләсе очрашуларга кадәр сау булышып калам сезнең белән. Мин сезне көтәм икенче дәрестә. Сау булыгыз. Я не могу во вторник. Так, Афина, если что, запись будет, да. Запись будет в течение 24 часов, по-моему, да? Ну, мы уточним все, сообщим, все напишем, хорошо? Так что никто без знаний не останется. Беркемдә белемсез калмаячак, Алла бирсә. Да, запись будет. Мгм. Да. Да, вот Дина написал, то, что запись 24 часа доступна. Это база рассчитана на все уровни людей, которые знают татарский, ну, на разном уровне имеется в виду. Ярар, сау булыгыз, күңелле кичләр барыгызга да. Мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.